Всем здравствуйте! С вами Эльвира из Америки. Жаптапорли же Тиндандене Эльвира Америка Гыч. Продолжая рассказывать из серии «Случаи на работе», хочу рассказать об одном человеке, с которым мы работали определенное время. Назову его Федей. Федя поступил на работу уже после увольнения той самой сумасбродной начальницы. Вот ссылка на это видео. И, похоже, Федя не был осведомлен про эту историю сумасбродной начальницы, иначе он бы не попал в просак со мной. Так вот, Федя, зная о том, что я из России, взял привычку приносить мне газетные вырезки самых разных газет. Про Россию все эти вырезки были. Иногда я читала, а иногда я читала, чтобы только проверить свой английский. Хочу сразу же пояснить, что до приезда в Америку я никогда не учила английский язык. В общем, когда Федя приносил эти газетные вырезки, я вежливо благодарила его, а потом отдавала ему эти газеты обратно. И это стало его привычкой, что начал он это делать, я бы сказала, часто. В итоге, знаете, я как бы устала от всего этого и стала их выкидывать в мусорное ведро. И один раз он, Федя, снова пришел в мой офис и спросил меня, мол, ну как, прочитала? А я ему, знаешь, нет. И, мол, вообще хочу тебе сказать, что я родилась в России, я выросла там, я училась там, жила и работала, что я владею языками, на котором говорят в России, родным марийским и русским. Я знаю историю страны, что, мол, я знаю культуру и менталитет народа изнутри. И мне не важно, кто там и что говорит или пишет, что, мол, мне лучше знать, что хорошо, а что нет. И весь смысл сказанного, типа все, прекрати носить мне все это, ибо мне уже не интересно. Но хочу сказать, что мне не нравится также, когда люди, никогда не бывшие в Америке, не знающие настоящую историю страны Соединенных Штатов Америки, не говорящие на английском и т.д. и т.п. также начинают говорить ерунду. Только потому, что где-то там написали или где-то там сказали, и эти слова не соответствуют действительности. То есть, что хочу сказать, если своими глазами не видел и не слышал, своими ушами, то смысла всему верить нет. Ну, конечно, вообще-то невозможно все видеть или слышать. То тогда просто нужно, знаете, проверять информацию по разным ресурсам. Что же дальше случилось? А случилось, что Федя мой отказ продолжать читать эти вырезки, похоже, воспринял как-то очень болезненно. И вот, когда он в очередной раз пришел в мой офис, он увидел на столе небольшую бумажку, где я написала для себя, знаете, английский алфавит. И написала я этот алфавит на листочке, чтобы когда я по работе буду раскладывать документы, бумаги в алфавитном порядке,
чтобы не ошибиться, я могла время от времени подсматривать, так сказать, эта бумага была некоторой подмогой, своего рода шпаргалкой. И он тут, улыбаясь, с ухмылкой говорит, что он вот никогда такое не видел, чтобы вот алфавит писали для работы, чтобы помнить, как бы подчеркивая мое плохое знание английского. Ну или что-то в этом роде. Это моя работа. И ему, в принципе, должно было быть все равно, какой метод я использую, что я делаю для получения конечного результата. И тогда я ему сказала: Just remember, one day I'll get you with my poor English. Я говорю, запомни, в один день я тебя достану с моим плохим английским. Ну, эта история с алфавитом стала концом моего терпения. Там было достаточно много историй, но я вам только вот эти два случая привожу. Что я, в общем, об этом случае, что он мне прилично надоел, значит, со своими газетами вырезкими, сказала я нашему супервайзеру. И она тогда даже спросила, говорит, ты хочешь, чтобы я с ним поговорила? Тогда я супервайзеру сказала, что да я с ним сама разберусь, что эта информация, это только для того, чтобы она знала, и что я сама без ее помощи остановлю его это нездоровое такое внимание ко мне. А она, как бы улыбнувшись и зная мой нрав, сказала, что говорит, смотри, слишком ты не разбирайся с ним. И вот в один день я делаю, значит, свою административную работу, то есть открываю почту, конверты для всего офиса, ставлю, значит, штампы туда, получил, пишу дату, расписываюсь своими инициалами, чтобы потом раздать по адресатам. А почту мы получали внутреннюю, значит, то есть внутри агентства, между, скажем, отделами. И также была почта внешняя. И знаете, все равно какая почта, внутренняя или внешняя, ее все равно нужно было обрабатывать. И тут, значит, конверт внутри агентства нашего, из другого отдела, по-английски называют это Inter-Office Envelope, и на конверте адресовано вот ему, Феде. Я открываю, значит, конверт, как и все остальные, а там опять, знаете, газета, кто-то прислал ему, сложенная очень хорошо, и там статья была про одного из кандидатов в президенты, и статью эту, значит, обвели, значит, вокруг, значит, специальным цветом фломастера. Ну, статья была, конечно, политическая, к этой газетной вырезке скрепкой прикреплена была такая маленькая бумажка, где, в общем, этот человек, который ему послал, адресовал все это, написал, значит, свое отношение к кандидату. А время вот как раз вот было, знаете, перед выборами президента. Но по законам штата Флорида у нас на работе не принято вообще, знаете, заниматься подобной деятельностью. То есть обсуждать политику и тем более делать это во время работы и без разницы как, посредством почты или же просто разговаривать. Но тут я, значит, ставлю печать так, чтобы печать была и на газете той, и наполовину, значит, на этой бумажке. Ставлю дату, пишу и расписываюсь. Беру, значит, свой iPhone и фотографирую абсолютно все. Конверт, где написано его имя, Феди, газету с бумажкой, со всеми печатями, с датой, с моей росписью. И посылаю, значит, эти фотографии
на свои разные ресурсы. Так, на всякий пожарный. Складываю это все обратно в конверт, как было, и несу ему в офис и говорю: а тебе почта. А он такой: спасибо, thank you. Говорит, мол, положи туда. Я говорю, слушай, открой и посмотри. И он, значит, открывает и видит все это. Газету сложенную, выделенную, значит, статью этого кандидата, значит, бумажку, где было написано про этого кандидата. И что на все это, как положено, значит, поставлен штамп, получено, received, дата и мои инициалы. И тут я ему говорю: а ты помнишь, я ведь тебе обещала достать тебя даже с моим плохим английским. За все это время, говорю, меня не столько задели все твои газетные вывески, не все твои нападки, которые были на протяжении всего этого времени, как именно твой тон по поводу той бумажки, где я написала алфавит. Говорю, ну ты, говорю, несмотря на то, что тебя это не должно было волновать, как я делаю свою работу, тогда был ко мне очень неуважителен. И по отношению ко мне, скажу честно, что мне, в общем, все уже надоело. И все то, что ты сегодня, в общем, получил, вот это вот по внутренней почте, ты ведь прекрасно знаешь, что по закону штата ты не имеешь права этим заниматься. Что хочу, мол, тебе сказать? Что все это я сфотографировала вот сюда, вот, на телефон, и сохранила на разных ресурсах. И теперь, если ты будешь продолжать в таком же духе донимать меня, боюсь, что ты потеряешь очень многое. А главное, чтобы ты понял, я хочу сказать, что меня вообще мало кто и что волнует, если этот кто-то не задевает мое человеческое достоинство. Ну, а если задел, то на это у меня будет всегда ответ. Но если я, как любой живой человек, ошибаюсь, и меня конструктивно поправляют, то за это я буду даже благодарна. Но твоя неуважительная реплика по поводу написанного алфавита, боюсь, сможет стоить твоего скорейшего выхода на пенсию. И видя его глаза, эмоции, я поняла, что он понял. И также в этот день я напомнила супервайзеру о Феде, о его почте, об этой. И сказала ей, что он обо всем знает, что он знает о фотографиях, и что он, если не успокоится, то придется его успокоить. Она покачала головой и сказала, что, говорит, похоже, мне, говорит, действительно придется вмешаться и поговорить с ним, говорит, потому что по-другому уже нельзя. Конечно, Федя выучил урок свой, потому что после всего этого уже он меня обходил стороной, и что, в принципе, мне и нужно было. Так я продолжала работать. Счастливо. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, по-другому нажимайте на знак с большим пальцем. Распространяйте мое видео. Кто еще не подписался на мой YouTube канал, подписывайтесь. И берегите себя и своих. Будьте здоровы и счастливы. С вами была Эльвира из Америки. Кугутау видеом он чемаланда. Кугу парня палом тендалза. Вес семенже лайком шандаза. Видеом шараза. Кей эшемейн YouTube каналышке возалтен оглган. Возалца. Шкиндам да ешдам аралаза. Тажа да пелан лиза. Тендандане Эльвира Америка Гичлин.